Система образования в Коми развивается активно и динамично. Республика – один из лидеров по всем основным показателям, и ей есть чем поделиться с другими регионами, заявил сегодня министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Он работает в Коми второй день. Сегодня он посетил школу-сад в селе Шошка Сыктывдинского района, детский дом-школу имени Александра Католикова и гимназию искусств при главе республики. Увиденное убедило федерального чиновника в том, что этим учебным заведениям пора делиться ценным опытом с коллегами. Поэтому вскоре на уровне страны будут организованы спецсеминары и конференции. Константин Куратов о поводах для гордости. Мы рады вас видеть в нашем доме. Мы приглашаем вас посмотреть, как мы живем. Гостей воспитанники детского дома имени Католикова провожают в своей жилплощади под ручки и открыто рассказывают о своих бытовых возможностях. У самых младших группы, у тех, кто повзрослее, квартира. Так свои апартаменты называют сами воспитанники. Живут они по 8-12 человек, девочки и мальчики раздельно. Никогда не разлучают только родственников. Братья и сестры всегда должны быть вместе. Вот здесь живут наши девочки. Мебель сделана на заказ. И хочу похвастаться, здесь стоит зеркало. Специально для нас, девочки, да. Нам здесь уютно, хорошо, мы очень рады, что здесь живем. Показали рабочее место основателя интернатного комплекса, о системе трудового воспитания и социализации детей-сирот, которую некогда внедрил Александр Католиков и продолжают его последователи. Дмитрий Ливанов уже наслышан. Теперь, после визита в Коми, он уверен, систему надо максимально широко изучить и распространить. И мы как раз обсудили, что было бы очень важно, чтобы тот опыт, который накоплен здесь, педагогический, методический, чтобы он максимально использовался в других регионах, поэтому будут организованы различные встречи, конференции, семинары и так далее. Уникальным в свете воспитания полноценной личности он назвал и гимназию искусств при главе. В отличие от подобных учебных заведений в других регионах, наша относится к Министерству образования. И поэтому не только взращивает талантливые кадры для сферы искусства, но и дает образование высокого качества. Ведь общие предметы тут не разделяют от предметов по направлениям искусства. Единство учебных планов, расписаний, педагогического коллектива, подходов, которые, ребенок ведь неделимый, которые позволяют цельность личности воспитать. Это, я думаю, что вот огромное достояние, особенность нашей гимназии. Федеральный министр отметил и строительство в регионе образовательных учреждений нового типа – школ-садов. С одним из таких примеров он познакомился в селе Шошка Сыктывдинского района. Объект построили 2 года назад. Здание рассчитано на 115 человек, в том числе на 30 воспитанников детского сада. Несмотря на то, что школа малокомплектная, федеральный образовательный стандарт там обеспечен на уровне города. Под одной крышей и детский сад, и школа – это, в принципе, не только экономично, но это еще и эффективно с точки зрения использования современных педагогических методик, потому что одни и те же преподаватели, воспитатели работают с детьми и в детском саду, и в младшей школе, обеспечивается преемственность и обеспечивается лучшее, так сказать, сочетание образовательных программ. Поддерживает федеральный министр и усилия республики по изучению коми-языка, а также профессионального образования. Велика вероятность теперь и что Сыктывкарский лесной институт выделится из питерского филиала и станет самостоятельным вузом. Мы как правительство, собственно, и в том числе поддерживали, инициировали вопрос о возможности реализации такого проекта. Мы очень рады, что Дмитрий Викторович в принципе с этой идеологией согласен. А мы со своей стороны, конечно, сделаем все возможное, чтобы как раз показать, что этот проект он может быть эффективным. И в первую очередь, естественно, будем отрабатывать с работодателями вот ту необходимую базу взаимодействия, которая и должна стать основой для уверенного, что ли, функционирования такого вуза. Гайзер добавил, проект интересен не только для Коми, но и для страны в целом. В перспективе здесь смогут обучаться и выпускники из соседних регионов, где тоже активно развивается лесопромышленная отрасль. Константин Куратов, Павел Фетисов, телеканал Юрган.